Барлықтарыңызға сәлеметсіздерме? Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Ханымдар мен мырзалар, камераның алдында Юлия from Казахстан. Дамы и господа, всех приветствую. Перед камерой Юлия from Казахстан, которая из видео в видео хочет вас научить читать по-казахски. И сегодня вот из этой вот книжки я для вас подготовила еще одно словосочетание, которое мы научимся читать. И звучит оно так. Авторитет руководителя. Басшының беделі. Басшының беделі. Басшының беделі. Давайте скорее разберем, как это прочитать. Басшы, басшының. Да-да-да, все как обычно по слогам. Как прочитать букву «ы». Это обычная буква «ы», но в отличие от русской ее версии, читается она очень и очень коротко. Ну, можно представить, что ее вообще нет в этом слове. Но тогда будет немножко проблематично, да? Поехали дальше. Затем у нас сложная буковка. Это буква «Н» с хвостиком. Читается на самом деле она достаточно просто. Для тех, кто знаком с английским языком, все будет еще проще. Буква N и буква N и буква G в английском языке, когда они стоят вместе, они как раз-таки образуют вот эту вот казахскую букву N. English, English, Надеюсь, вы все поняли, да? Ну а для тех, кто не знаком с английским языком, давайте я сейчас объясню по-русски. По-своему, в общем, по-юлькиному. Давайте. Произносим букву N обыкновенную и замечаем, что у нас язык упирается в верхние зубы. Н. Затем будем учиться произносить букву N необыкновенную. Кончиком языка тянемся к верхнему небу. Уже не в зубы, а к верхнему небу. И, не дотягиваясь до этого верхнего неба, произносим букву N обыкновенную. Еще раз. N, на, и к верхнему небу. Басшының. Не торопитесь, повторите 100-500 раз, у вас все обязательно получится. Дальше слово беделя. Беделя. Изначальное слово бедель. Вот и все. Буква Л в данном случае читается мягко, потому что перед ней стоит буква Е. Да. И еще как пишется, так и читается. Как раз таки применяется это правило именно к этому слову. Ну, в принципе, ко всем словам в казахском языке, да? Просто в русском языке мы очень часто букву Е можем прочитать как букву или как букву И. Беделе. Как прочитать палочку с точкой? Ну, я думаю, вы ее уже выучили, как читать. Но давайте еще разок объясню. Вдруг кто-то из вас смотрит это видео в первый раз, да? Это нечто среднее по мягкости между буквами «ы» и «и». Да. Беделе, бедели, беделе. Надеюсь, вы все поняли и прочувствовали это на языке. Ну а если вдруг не поняли, постарайтесь найти где-то в ленте у меня здесь, в умной ленте, большие тексты, и именно по текстам попробуйте научиться читать. Я вообще призываю за то, чтобы вы учились читать именно на больших текстах. Не пугались их, а пробовали разбираться. Тем более, что я тексты стараюсь максимально разбирать. Ну да, в этом и суть этих видео. Я стараюсь каждый текст разобрать по слогам. Да. В общем, дамы и господа, сегодня вы научились читать еще одно выражение, словосочетание по-казахски. Басшының беделі, авторитет руководителя. И если вам понравилось, увидимся в следующий раз. С вами была Юлия from Казахстан. И ее волшебная